Все хорошие люди – это художники. Я люблю свободу и в действиях, и в настроении. Вот когда я свободна, я тогда могу что-то творить. Это текстиль есть музыка. И когда ткешь, это своего рода какая-то музыкальная, получается такая идиллия. Все хорошие люди – это художники. Если они не могут рисовать, они могут видеть. Они видят по-другому. У меня семья, родители, учителя были. У нас 4 было детей в семье. И большое внимание нам уделяли. И росли мы на хуторе. Первое время – это Янки, хутор. Вот, и как бы росли в окружении природы. И это помогало нам делаться художниками. Наш брат старший, он очень хорошо рисовал. Он нам как бы протоптал дорожку в изобразительное искусство. Виктор поступил, он первый в театрально-художественную живопись. А вот потом Валентина на моделирование, потом уже я уже по инерции пошла за Валей и поступила на текстиль. Когда я приезжала к ней в гости, я видела, как работали ее однокурсницы. Там было моделирование, текстиль – это как бы одна группа. Вот. Две группы, но в одной мастерской занимались. И вот мне нравилось, как они рисовали ткани такими гуашевыми красками, так долго месили, и вот получились такие цветные красивые картинки. Батьки их так выховывали, что яны все 4 брат и 3 сестры выросли не только у мастаку, а в першую чергу у особу. Все яны особы. Яе брат Виктор Марковец, светлой памяти человек, и сестра Валентина Петровна, и сама Галина, и дочка, и племенник. Это люди, якія ў нашым мастацкім асяроддзі не проста вядомыя. Я быў у іх на радзіме, у Докшыцах, і я бачыў бацькоўскую хату, і я зразумеў тую атмасферу, у якой яны гадаваліся. Это, сапраўды, еще сприяла. Моя творческая деятельность начиналась со сценического костюма. Это вот 40 лет мы работали, как раз в этом году 40-летие творческой деятельности. Мы начинали с сестрой работать с песнярами, с хорошками начали. Концертные костюмы, потом песняры у нас, такой пласт. Песня про долю – это наши костюмы. А это дело случаев, наверное. В то время, когда появлялась песня про долю, вот когда либретто Валера Яшкин написал, вот, и нужны были художники. А в то время мы в филармонии работали с хорошками. Вот случайно там встретились в коридоре, Владимир Георгиевич сказал, что художники, а нам нужны. И мы потом уже вчетвером вот сидели несколько ночей, крутили голову над образами, потому что это было, это же было 40 лет назад. Мы молодые. Теперь, конечно, я подумала, браться за эту работу, не браться, но в то время мы это рискнули. Мы же тогда не думали, что мы делаем историю такого плана, масштаба. У нас были дружеские отношения хорошие. У нас переросли наши рабочие, но отношения в такие дружеские, когда у них были концерты в Минске. У нас всегда были билеты. Владимир Георгиевич передавал нам билетики, и так мы сидели, потом просил, чтобы мы зашли за кулисы, пообщались, обсудили программу. Это было. 2 сугучных мотива. Их песни перетекали у яе творы, их образы, их постаті. У той же час і яе мастацтва, наприклад, ми ведаем, што яна аўтар адзення, строев, сценічных строев песняроў. Я писала рецензии, мы были присутствовали на презентациях этих строев, на концертах песняров. То есть это был взаимный процесс, взаимно адекватный. Особо
великой значности. Есть работы какие-то такие маленькие гобелены, вот мини-гобелены. Это один из таких любимых моих, видно, потому что мини-гобелен можно сделать вот под настроение. Словила настроение, где-то кот шел по холодному снегу зимой. И вот так вот шагал котик, и уловилось настроение. Я пришла буквально там за 3 дня, сделала вот эту работу. Лирик и философ одночасно. Лірик, тому що вона вельми любить природу, і у її гобеленах вельми шмат кветок, древел, життя рослинов, птушек. И философ, потому что ее гобелены космогоничные. Нет, это специфические большие заказы. Они требуют много энергии, много комиссий, много утверждений. И начинается работа с архитектором. Вот, серьезная работа по цвету, по форме, по, ну, буквально по всему настроению. И ну, основная тема утверждается советами, даже не одним советом, а советами. В принципе, как и дети, они все любимые. Около 100 работ у меня уже в авторском исполнении. Это не так и мало для гобелена. Ну, большие, вот, если престижные работы, это, конечно, Дворец Республики, Малый зал, занавес, рабочий занавес до сих пор, название «Веселка», от нашей природы, от такой молодежной темы. Вот идет. И, конечно, трудно представить 6 на 26 метров. Это гобелен. Это страшно огромная работа. Вот. Национальная библиотека, «Мелодия земли», гобелен. Тоже, я считаю, что это значимая работа. Ну, потом очень много еще работы музеями закуплено. В молодости я, когда пришла однажды на выставку, я не знала ее работ. Она работала в соавторстве с Ольгой Гридиной, тоже белорусской талантливой художницей, которая ушла из жизни. И я увидела их проекты, они меня потрясли. Это были огромные гобелены. Но я бы сказала, что з усіх видов мастацтва гобелен один з складанейших. Потому что мастак, живописец, скажем, он, ну, фарбами вельми хутка может здзейсніць свой настрой, ідэю, адносна хутка. Но мастак гобелена, он укладает годины, дни, месяцы в здзейсненне своей идеи. Поэтому это не только в образы фарбы, але у кожную ниточку укладены думки, асэнсаванне жыцця. Поэтому творы мастакоў гобелена, яны не толькі займаюць шмат часу, яны еще утрымліваюць вельмі шмат энергии, духа. Я свободолюбивая насчет этого. Меня сроки, наоборот, пугают. Они меня в рамки зажимают, эти сроки. Я люблю свободу. И в действиях, и в настроении. Вот когда я свободна, я тогда могу что-то творить. Кожный крок, рух адказны. Вось, перапраўляць амаль немагчыма. І таму, калі творыцца гобелен, ён творыцца, як што, як малітва, засяроджана, глыбока, спакойна. І можа, спакой і раўнавага, вось тыя асноўныя якасці, якія, ну, дозволяют працевать с гобеленом. Материал у меня может быть любой. Нетрадиционный может быть что? Это может быть бумага, может быть металлические какие-то штучки, там проволока алюминиевая, или какая, которая имеет пластику такую гнуться, с которой легко работать. Это ткань, дерево. Мне кажется, что она, наверное, одна из первых начала делать авангардные гобелены, объемные, условные. Она очень глубоко копает в нашей профессии, она знает ее все нюансы, тонкости. У меня мама музыкант, и вот она, когда была на выставке нашей совместной, сказала, что ты не обижаешься? Я говорю, нет. Она говорит, мне Галины работы нравятся, они такие музыкальные. Я очень долго ищу тему. А потом у меня не существует вот такого привязки. Тогда я выхожу на форму. Или же это гладкий гобелен классический, или это объемный, или что-нибудь там, какие-то нетрадиционные материалы. Вот. Это вот такая вот... Вот и начинается работа.
Да, разрабатываю эскиз, потом картон в цвете могу делать. Картон – это точно в таком размере, потом как и будет гобелен. Ну, а потом, иногда и без картона. Иногда бывают такие вещи, которые вот в идея в голове, и пошла и делается там остальной процесс работы остальной. Ну, вот так вот и творится искусство. Это абсолютная белорусскость, между іншим. І у типажі, і у поводинах, і у характері, і у творчості, між іншим. Это вот белорусщина у абсолюте. Ее я помню по книге Михася Федоровича Романюка, нашего педагога, где она была на обложке в костюме в национальном строе, очень красивом. И мы все восхищались ее. Она была, ну, она и сейчас красавица, но в молодости это было совершенно такая удивительная, хрупкая девушка с огромными большими глазами. Есть, наверное, Цветаль любимый, колорит, вот любимый. А сюжеты, ну, сюжеты, понимаете как? Сюжет, он не может быть любимый. Вот как любая жизнь, она состоит из противоположностей. Радость, печаль, там, и сюжеты именно от этого. Но вот колорит есть любимый. Это в основном холодная гамма. Через голубой, там, блакитный, через фиолетовый. Наверное, почти что в каждом присутствует синий цвет, цвет красный, цвет крови какой-то, напряжение, контраст белый, красный. Разумеется, есть авторская стилистика, есть некая авторская тональность, есть авторская колористичная гамма. Я не могу, скажем, вот глядачу потлумачить конкретно. Это же не математичная некая формула, где все расписал. Я интуитивно адчуваю, это все на адчуванні. І коли це сапраўдны мастак, ён хочет этого ці нет, он пишет в кожным творе, стварает свой портрет. І, конечно, кожны твор, ён характарызуе аўтара, яго энергетыку, яго прыярытэты, яго спосаб мыслення. Безумоўна, кожны габелен Галіны – это ее правобраз. У яе не жаночае мастацтва, у яе мужчынскае, потому что она умеет так велично, так монументально, с такой дозой абагульнення убачыць жыццё сваёй краіны, сваіх суайчыннікаў, прыярытэты нашей краины, что я бы сказала, что на руце одной пальцами можно перелечить мастеров такого класса в нашей краине. Я еще вот долг чувствую перед Максимом Богдановичем, я всю жизнь его вынашиваю. А я люблю этого поэта. Он какой-то такой интересный поэт, который в свое время, и жизнь у него интересная была, и поэзия, которая меня вдохновляет. Когда мне грустно, я могу читать и восстанавливать свое состояние. Апроч таких явних назв, як світанок, мотильок, що ми бачимо, раптом зустрічаються картини і, відповідно, назви, які заходять глибоко, далеко у екзистенцію. Слово «застається», «білий танець» або «нема слов». Адчування, що твориться некая мифология. Я преподавала в школе, меня пригласили буквально на несколько лет в Ахрымчика, колледж искусств. Вот. Но там задержалась на 18 лет, потому что меня так поглотило вот это отношение с детьми. И там же с 5 класса по 11-12 класс дети. И настолько они интересны, вот как глина. Большое количество талантливых людей прошли через ее руки, именно через ее вот это понимание плоскостной композиции, там каких-то особенностей. Я вижу ее видение, то есть вот она много умеет и отдавать. Она талантливый человек, и она делится вот этим талантом с молодежью. Поэтому и сейчас к ней тянутся, я знаю, что и сейчас с ней советуются. Теперь они мои коллеги многие. 30 у меня было лично вот моих выпускников, 30, которые делали непосредственно со мной диплом. І коли вже ми почали разом працювати, я ранее пришел, після ми її туди запросили, то
конечно, это было так само абсолютное попадание, потому что человек такой добрыни и человек такой чистой души для детей, а тем больше детей, которые гадуюцца ў мастацкім асяроддзі, это просто знаходка. І яна не просто там вучыла нейкім, так сказать, мастацкім дысцыплінам. Яна заўсёды слухала з імі прыгожую музыку. Нават пад яе там школка купила магнітафон, і ён стаяў у кабінеце, і это ладзіліся вельмі прыгожыя такія сумові. Я там разработала программу по декоративно-прикладному искусству, утвердила в Министерстве образования, потому что то, что давало Министерство образования, по которой я должна была работать, я не совсем была согласна, потому что они как декоративно-прикладное преподносили как народный промысел. Вот. Но я там уже переработала, сделала более творчески, потому что художник должен мыслить темы. На час я давала там, допустим, тему такую, как тишиня, час, чтобы дети учились мыслить. Крапивка, что такое крапивка, колючая или лековая травка. В общем, таким чином мы там працевали. Мне хотелось сделать, чтобы они были индивидуально каждый. Вот я с каждым работала индивидуально. Гадуецца светапогляд чалавека, бо той нават адораны малады чалавек, які навучыўся нечаму ў прафесіі, але не выбудаваў свой светапогляд, той не мае ніякіх шансаў адбыцца. Так вось Галіна Петровна акурат дбала пра гэты светапогляд, таму што яна сама яго мае вельмі акрэслены. Гэта любоў да усяго нашага. Работая на кафедре костюма и текстиля в академии, я получала ее учеников из школы Охремчика. И очень много таких уже интересных, ярких молодых художников прошли через наши руки. То есть они переходили от Галины к нам в академию, мы их учили. И вот однажды случилось так, что наша ученица Елена Колясникова пригласила в Театр белорусской драматургии, где она работала, сделать выставку гобеленов моих и Галины Петровны. И наша ученица деликатно спросила у Галины Петровны, смогли ли бы вы вместе? Она говорит, конечно, для меня это было очень приятно. Очень большой вклад она сделала со своей родной сестрой Валентиной Петровной Бартловой в то, чтобы наша кафедра работала, потому что в 1979 году ее закрыли, и через 10 лет на съезде художников эти две замечательные художницы подняли вопрос о том, что нужно опять восстановить эту кафедру. Яны ездили у іншыя республікі, дзе снавалі такія кафедры, у Прыбалтыку ездили. Як вучаніцы канспектавалі іх лепшыя дасягненні, іх тэхналогій, іх працэсаў навучальных. І это все лепшее, что было в СССР, в этом накірунку, яны здзейснілі, аднавіўшы ранейшую кафедру, которую калісьці заснаваў Павел Масленнікаў. Яны былі яго вучаніцамі, працэс быў перарваны, і яны пачыналі все спачатку. І Валентина Бартлова была загадчицей потом кафедры. Это человек, который обладает удивительными качествами. Она, наверное, еще одна бы была у нее профессия – это дипломат, поскольку она умеет уловить такие вещи, которые создать такую ситуацию гармонии, что мне кажется, что мне в ее мастерской, вот когда я к ней прихожу, я себя чувствую вот в таком состоянии покоя, релакса и радостного удивления, смотрю на ее работы, восхищаюсь, как она успевает многое. Галина вельми розная. Она вершена жанчына. Это значит вельми пригожая, вельми обаяльная. Мама, бабуля, жонка. Но она еще и мастак с великой литеры. Она очень хорошая хозяйка. Когда к ней приходишь в мастерскую, обязательно какой-то пирог вкусный, особенный какой-то.
очень вкусная еда, она все это красиво ставит натюрморт такой на столе. Галина Петровна милый человек, пригожая женщина, душевный человек. Вот с такими, до речі, людьми вельми комфортно проживать життя. Вот коли были такие суседи, вот я б з ёй жив бы з усім хорошо, мы не часто бачимся, но мы вельми близкие люди. И вельми хорошо, что такие люди есть. На жаль, у житті их не большесть. И это так, это в общем свете, не только у нас. Потому что есть люди, скажем, вельми отповедные Божьей задуме, да? А есть менее отповедные, а есть зусим не отповедные, да? Галина Петровна отповедная Божьему подобенству, да? Ну, с Галиной Петровной я была знакома заочно по ее работам. Лично познакомилась, наверное, порядка 1,5 лет назад. Такая, в общем-то, задумка организовать в Докшевском районе картинную галерею, ну, художественную галерею, где будут выставляться работы семьи Марковцов, в том числе Галины Петровны, ее сестер, брата. Вот еще такой проект общий у нас проходит ежегодно. Ну, 2-й год уже будет проводиться фестиваль «Двух рек». В прошлом году это был региональный праздник, в этом году уже имеет статус республиканского. И на этом фестивале Галиной Петровной мы организовываем общий проект. Это пленэр юных художников. Надо развивать в себе вот эту потребность видеть. Это работать надо. Духовный человек – это большая работа. Духовными люди не рождаются. Вот как спортсмен, он же не побежал, родился, побежал, там мышцы. А способность находится как у спортсмена, так и у художника. То же самое духовность. Ее надо работать. И будет все в порядке, будет человек видеть и прекрасные образы, и будет и стянуться, смотреть шикарные выставки. В ее творчестве присутствует безупречная гармония. У нее всегда великолепная композиция, при том, что у нее всегда она декоративна. Это не сухая работа. У нее никогда не бывает скуки. Ты смотришь сразу в целиком работу, а потом ты начинаешь искать какие-то куски. У нее очень хорошо структурирована композиция, как для меня. Нам давно пора створить музей белорусского гобелена. Разумеете? Потому что эти речи распродавать за межу – это просто недаравальна. Вони повинні заховатися в Україні. От зараз експонується вистава, і я виступала на відкритті вистави, і просто, розумієте, хочеться розправити плечі побач з величчю цього життєстверджального, з високим густом і проявами сучасного, здобутків сучасного дизайну, мистецтвом. Ведь гобелен вообще для белорусов – это очень важная вещь. Раньше, в мою молодость, гобелен всегда присутствовал в каком-то интерьере. Сегодня все хотят быстро и сразу, а гобелен 5 сантиметров в день. Когда вот сам процесс, буквально 3-2 часа, он больше не бывает. Я не знаю там, ну вот активных, напряженных, а потом идет музыка. А процесс качества, он же делается, вот, допустим, у меня гобелен день, я ткала его 9 месяцев, как вынашивала ребенка, потому что там шпалерная такая тонкая нить, и там столько мыслей вплетено в тот гобелен, столько там энергии, вот, и поэтому музыка. Люблю классику. Наша белорусская, вот это классическая, и Полоцкий Шиток, вот все это Аинского. У меня диски есть, я ставлю и слушаю. На текстиле есть музыка, основа, когда натягиваешь основу, она вот как арфа получается.